любители книг, участники проекта Book Dating. Давайте поприветствуем наших гостей и поприветствуем самих себя. Присаживайтесь. Друзья, сегодня у нас очередная встреча. Как вы знаете, наша цель – это популяризация книг, процесса чтения. Чтение – это удивительный мир, в котором человек развивает свое воображение, словарный запас. Ну, вы сами все знаете и кайфуете от чтения. И каждый месяц мы проводим встречи, для тех, кто не знает, с лидерами общественного мнения, со звездами, которые советуют от себя прочитать. Каждый гость советует 3 книги, которые изменили его жизнь, его мировоззрение. В общем, те книги, которые он советует. По регламенту на каждого гостя у нас по 15 минут, то есть 3 книги в течение 15 минут. Если вот справа, уважаемые гости, обратите внимание, таймер, который будет запущен, чтобы вы на него смотрели также, обращали внимание. Каждые 5 минут нужно менять тему следующей книги. Итак, позвольте мне представить тройку наших сегодняшних гостей. Актриса, красавица Алия Телебарисова, тележурналист телеканала «Казахстан» Ирина Тен и тележурналист телеканала «Хабар» Нурсултан. Итак, друзья, первое слово нам предоставляется Алие Телебарисовой. Добрый день, дорогие зрители. Мне очень приятно сегодня присутствовать на таком мероприятии. Скажу честно, я впервые на такой встрече. Для меня это ново. Очень интересный формат. Спасибо за приглашение, Ануар. Первая книга, которую я хотела рассказать, это Respect for Acting. Уважение к актерскому мастерству. Можно так перевести. Автор Ута Хаген. Когда я училась в Штатах, мы впервые начали читать вот эту литературу специализированную. И она мне запала в душу, потому что она не просто рассказывает о технике, да, то есть здесь много чего. Но она рассказывает в первую очередь о том, что мы все должны, актеры, артисты, уважать свою деятельность. Я научилась многому здесь. То есть это не единственная книга, которую нас обучали, по которой, но здесь много чего, что я взяла для себя именно в своей актерской деятельности. То есть первое, если в общих чертах рассказать, мы должны всегда присутствовать в настоящем моменте. Когда мы играем, мы не можем репетировать свои именно эмоции, потому что наши эмоции зависят также от нашего партнера, скажем так. В каком состоянии он и я сейчас. И я получаю от этого больше удовольствия после прочтения этой книги именно от своей актерской деятельности, потому что я открываю саму себя, я узнаю себя по-новому, потому что мы всегда разные. С мамой, с друзьями, к примеру, да, с просто знакомыми. Мы все разные, по-разному всегда поступаем. И можно анализировать свои поступки постоянно и запоминать, как вы себя чувствовали в тот или иной момент. Это больше такая специализированная книжка. Вы можете тоже для себя много чего взять из нее, прочитав ее. Я уверена, что она есть еще на русском языке. Вот. Что еще? То есть это очень известная актриса, голливудская, но уже умерла, к сожалению. Она играла в фильме Streetcar Named Desire. Это известный очень фильм в Голливуде. И мне было очень интересно почитать ее биографию тоже. Вторая книжка
Джоджо Моэс, «До встречи с тобой». Ну, если честно, я люблю такие книги легкие, романтичные, о любви, так как все равно я девушка. И многие, кстати, спрашивают, ну вот вы играете всегда таких хороших девушек, Килен, у вас там 6-7 детей, возможно. Я говорю, да, уже много детей нарожала в фильмах, несколько раз там вышла замуж, но дело не в этом. Дело в том, что вот в этой книге рассказывается не только о таких отношениях, да, простых. Здесь именно эта книга учит тому, что надо уважать решение каждого человека. Главный герой, он парализован. И на протяжении всей книги, кстати, скоро выйдет фильм, я очень рада, он рассказывает о своих чувствах. Мы судим других людей за их поступки, к примеру, да, за их желания. Но, прочитав эту книгу, я поняла, что нельзя судить. Вы не в шкуре этого человека, вы не были на его месте, вы не знаете, как он себя чувствует. В данной книге главный герой хотел умереть, потому что он каждый день испытывал нереальные боли. Он не хотел причинять боль своим родным, но в то же время он не мог выносить вот этого положения, в котором он оказался. Мне как для актрисы тоже было полезно прочитать эту книгу, потому что нас учат вставать на место того героя, кого вы играете, и прочувствовать все его эмоции. Вот как раз в этой книге так красочно все это рассказывается, и в то же время эта книга передала те самые нежные чувства, которые испытывали главные герои. Девушка, которая ему помогала преодолеть все, и он, будучи инвалидом, он мог испытывать, кроме боли, еще самые те нежные чувства, называемая любовь. Но в конце, в любом случае, он не смог преодолеть всего этого, и кто-то, может быть, его судил за это его решение, за то, что он оставил своих родных. Но я для себя вынесла из этой книги то, что никто не имеет никогда права судить другого человека за его решение. В общем, можете почитать. Мне очень понравилась эта книга. Следующая книга, о которой я хотела бы рассказать, эта книга называется «Секрет». В данном случае сейчас у меня вторая часть этой книги, «Герой» называется. Первая часть рассказывает, возможно, многие читали, слышали, фильм смотрели, да? Значит, это полезная книга вообще для человека, для каждого. Прочитайте, я вам советую, не пожалеете, да. Значит, у каждого человека каждый день, каждую секунду появляются какие-то мысли. Ну, невозможно их постоянно контролировать. Но эта книга учит о том, что за каждую мысль вы сами в дальнейшем, в будущем отвечаете. То есть, если вы думаете, что пожелали кому-то, может быть, плохое, или вы для себя что-то пожелали плохое, думаете, что вы болеете постоянно, вы это себе притягиваете. Мысли материализуются. То есть основная мысль этой книги о том, что мысли материализуются, и вы должны постараться проконтролировать свои мысли, о чем вы думаете. Просыпайтесь утром с улыбкой, благодарите жизнь, Бога за то, что вы сейчас смотрите, дышите, чувствуете. И если вы, допустим, желаете что-то невероятное,
это возможно сбыться. Вы, возможно, думаете, нет, нет, ну вы что, чтобы у меня там был дом, я не знаю, где-то там на скале с прозрачными окнами. Да вы что, всю жизнь надо, не знаю, пахать для этого, потому что такие дома стоят дорого. Но нет, если вы научитесь контролировать свои мысли, я верю в это, потому что я над этим работаю, над этим домом. Все поступки, все люди будут вас окружать, те, которые помогут вам достичь вашей цели. Я, если честно, на практике это постоянно использую. Позвольте мне рассказать несколько своих каких-то случаев. К примеру, первый раз я прочитала эту книгу, когда я училась, если мне не изменяет память, в 8 классе. Значит, была постоянная проблема в автобусе. Я постоянно стояла и со всеми этими людьми, и мне так не хотелось постоянно ездить в этом автобусе. И я всегда думала, может быть, на первом ряду освободится место, и вот постоянно над этим работала. И знаете, не знаю, это совпадение или нет, но это срабатывало. Ну, это такой обычный пример. А дальше я уже начала это использовать в своей карьере. Вот мой секрет, как я получала свои главные роли. Значит, я помню, как участвовала в кастинге моего первого сериала «Ағайындылар». 15 лет, девочки. Вообще, ну как можно играть келин в этом возрасте? У меня лицо, так глаза вот просто говорили, что я ребенок. Ну, я просто попытала свое счастье, думаю, ну, была не была, буду у них там в портфолио. Первый тур прошла. Я так радовалась. Но я, кстати, работала над этим мысленно, чтобы я прошла это хотя бы первый тур. Но второй тур, когда я прошла, для меня это было просто как озарение, что ли, открытие, и я для себя поняла, что это точно. Вот мысли материализуются, особенно детские, да, мысли, они же такие чистые, непринужденные. Вот как вы думаете, так и сбывается. Особенно вот дети, когда говорят, я буду там космонавтом, там, допустим, да, я буду актрисой. Вот я всегда с детства говорила, что я буду актрисой. Вот откуда я знала? Почему вот у меня были такие желания? Мысли материализуются, на самом деле. Правда, вот если честно, я сама в шоке, потому что, ну, на самом деле, этот мир существует не просто так. Здесь обязательно есть волшебство, и это одно из них. Я прошла этот кастинг, дальше я постоянно это использовала. И так я вот прошла кастинг «Города мечты», «Жасулан» и дальше фильмы, сериалы. Вот, что еще могу сказать? Ну, не только в своей сфере, в своей работе я это использую. Я всегда желаю здоровья всем моим близким, окружающим, друзьям. И смысл в том, чтобы вы всегда думали о хорошем, позитивном, не позволяли негативным мыслям вас съесть или вас поработить, скажем так, да. Никогда не жалуйтесь, имеется в виду. Не говорите, я болею. Вы будете болеть. Я бедный, вы будете. Вы должны по-другому переключить свои мысли. К примеру, не говорите, то есть Вселенная, да, не воспринимает предлога «не», да, частичку. Я не болею, да, она не воспринимает этой частички, она воспринимает это, как будто вы болеете, вы хотите болеть. Вот. Ну, очень много здесь трюков, как контролировать свои мысли, и это очень полезная книга. Желаю, чтобы вы из нее взяли себе очень многое.
хотела дотянуть до 15 минут. Думаю, надо сказать что-нибудь еще. У нас есть еще 2 минуты. Если есть какие-то вопросы по творчеству, либо по книге. Есть вопрос, над чем вы сейчас работаете? Есть смысл. Он говорит, какие у меня сейчас мысли. Но сейчас я думаю рассказать, да? К примеру, хочу... Дом, ну да, дом на скале, это, конечно, само собой. Ну, я хочу большую семью. Как женщина, как жена. Мне хочется, чтобы моя семья всегда расцветала, было много детей, детский смех. Второе, чтобы у меня, у моих близких всегда на работе было все хорошо. Третье, чтобы все были здоровы и счастливы. Еще минута. О чем рассказать? Может быть, у вас есть вопросы? Спасибо. Я расскажу вам. Так, после съемок фильма «Жаужурек Мангбала» Казахфильм направил меня на учебу в Лос-Анджелес на годичные курсы актерского мастерства в Нью-Йорк Film Academy. До этого у меня не было актерского образования, да, я только проходила такие кратковременные актерские курсы в городе Алматы. А вот профессионального образования не было. Чисто на интуиции, если честно, я работала, то есть как-то изнутри все шло. А после обучения я уже обучилась технике, многим, как бы скажем, не трюкам, а вот, то есть, да, трюкам, да, актерским трюкам. И это помогает, то есть у нас были различные упражнения, где мы развивали свои эмоции. И, честно, после этих курсов, после штатов, я была настолько эмоциональна, я могла расплакаться на все угодно, на что угодно. То есть я все воспринимала так близко к сердцу. Вот я думаю, что это благодаря актерским курсам у меня развились какие-то, не знаю, суперспособности чувствовать каждого человека. Я сейчас могу по глазам, по его каким-то мелким движениям, вообще мимики, да, прочувствовать, что он сейчас думает и чувствует, и какое у него отношение ко мне. Ура, 15 минут! Ну что ж, друзья, давайте поаплодируем. Телезвезда, кинозвезда Алия Телебарисова с ее 3 книгами. Давайте поаплодируем. И, Алия, мы знаем, что вы спешите на другое мероприятие. Вам исключение, вы можете покинуть нас. И памятный вам подарок. Книга, которую мы всем советуем, Малкольм Гладуэлл «Гении и аутсайдеры». Уверена, вы знаете. Алия, мы очень надеемся, что эта книга станет одной из твоих любимых и поможет тебе в достижении новых вершин. Спасибо большое за участие. Спасибо. Желаю вам процветания. На самом деле вы вообще такие молодцы. Я первый раз на самом деле слышу о таком бук-дейтинг, об мероприятии. И желаю тебе больших успехов, дальше процветаний. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно сегодня быть с вами. Сегодня очень теплая аудитория. Всем удачи. Спасибо, Алиюш. Мы уже должны... Замужем. Ну что ж, спасибо большое, Алиюша. Давайте поаплодируем, проводим нашу гостью. Следующий наш спикер, телеведущая телеканала «Казахстан», блестяще владеющая 2 языками, а может 3 даже, да? 3 языка, 3,5 языка. Ирина Тен.
Большое спасибо, добрый вечер. Очень рада присутствовать сегодня на мероприятии Book Dating и очень рада, что у нас в столице немалое количество книголюбов. Я думаю, что у нас намного больше, просто не все смогли прийти. Очень понравились книги, о которых рассказала Алия. Действительно, вот последняя книга «Секрет», она действительно работает, проверена на мне. Потому что я тоже в детстве мечтала тайно быть телеведущей, но никому об этом не рассказывала. Это раскрылось только тогда, когда я закончила школу и нужно было выбирать профессию. Ну, сегодня я выбрала книги, не связанные с моей профессиональной деятельностью. Они как бы больше, наверное, направлены на более глубокие духовные мысли такие. Книга, которая мне запала в душу, можно так сказать, книга Джона Грина «Виноваты звезды». Наверное, многие из вас видели экранизацию этой книги, так и называется «Виноваты звезды». Это, наверное, первая книга, которую я прочитала после того, как посмотрела фильм. Обычно происходит наоборот. Мы читаем, потом смотрим кинокартины, а потом все хором критикуем, что в книге было совсем не так, книга лучше, чем фильм. Но в этом случае было совсем по-другому. Мне понравился и фильм, и книга — это просто что-то необходимое для каждого из нас. Потому что мы все связаны с социальными сетями, правильно? Каждый раз, заходя на страничку в Инстаграм, вот даже сейчас можно наткнуться, вот минимум 3 поста, которые рассказывают нам о детях, о взрослых, которые больны и смертельно, в буквальном смысле, нуждаются в нашей помощи. Эта книга рассказывает о том, каково быть человеком, который болеет, каково быть другом, родителем человека, который болеет, и каково это любить человека, который ты понимаешь, что скоро покинет этот мир. Насколько это возможно и насколько это сильно. Фраза, которая покорила меня сразу, она встречается в начале книги, это «Хуже, чем быть человеком больным раком, это иметь ребенка, который болеет раком». Действительно, все наши болезни, неудачи и падения в 100 раз сильнее и больнее испытывают наши родители, наши мамы, наши родные, близкие. А в этой книге герой рассказывает не только о том, каково ему, да? Тут 2 главных героя. Это Хейзл Грейс, девушка, у которой рак щитовидной железы с метастазами в легких. То есть она не может спокойно и самостоятельно дышать. Она влюбляется в молодого человека, который также смертельно болен, но он до половины истории считает, что он почти что исцелился, но становится известно, что это не так. Они знакомятся в группе поддержки для людей, больных раком, и развиваются очень бурные события. Я просто восхищаюсь тем, как Джон Грин передал все эмоции, как он рассказал о том, что такое болеть. Кстати, здесь есть вымышленный такой медицинский препарат, который она носит с собой, фланксифор. Если вы видели кинофильм, она вот на колесиках этот баллончик носит с собой везде. Такого, к сожалению, не существует, этого еще не придумали. Это придумал Джон Грин, это вот его надежда на то, что людям, которые страдают такими болезнями, будет легче, что для них еще что-то придумают. Эта книга учит сострадать, учит надеяться и учит благодарить нас за то, что у нас есть, учит ценить сегодняшний день. Главная цель, я думаю, и мысль, которую хотел передать автор, то, что можно прожить короткую жизнь, но эта жизнь может быть очень значимой, пусть не для всего мира, но хотя бы для одного человека. Эта книга учит нас чувствовать других. Эта книга учит нас не испытывать жалость. Жалость — это очень унизительное чувство. Не жалеть этих людей, а понять и проявить милосердие. Кстати, здесь люди с диагнозами, у них есть такая общая шутка, когда люди относятся к ним с состраданием, или, например, вот Агастус, главный герой, не смог сдать экзамены на получение водительских прав, и ему их выдают только потому, что он болен. Они называют это раковыми бонусами. Точно так же и мы, люди, порой, может быть, не замечаем этого, но с каким-то таким вот
с жалостью относимся к этим людям. Мне кажется, они заслуживают уважения, заслуживают понимания и заслуживают того, чтобы их помнили. Помнили, насколько они сильны, потому что то, что они испытывают, это действительно очень сложно. Так, тут говорит Нурсултан, это значит, не нужно переходить к следующей книге, но я в любом случае, рекомендую очень прочитать книгу «Виноваты звезды» тем, кто ее не читал. К сожалению, у меня нет книг первых двух, о которых я буду рассказывать с собой, потому что я имею привычку передаривать книги после того, как я их прочитаю, потому что мне кажется, что если эта книга понравилась мне, она должна понравиться еще кому-то другому. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, называется «Заир». Ее написала Паула Коэльо, это тоже мировой бестселлер. Само слово «заира» означает в переводе с арабского языка «одержимость» кем-либо, чем-либо. В данном случае писатель, главный герой — это очень знаменитый писатель, живущий во Франции. У него есть любимая и любящая жена, которая внезапно, без каких-либо объяснений, просто исчезает. И он никак не может понять, почему она так поступила. Всю историю сюжетную линию он пытается понять и пытается принять ее выбор. Автор хочет нам передать то, что любовь — это умение дать выбор человеку, которого ты любишь. Это не возлагать ответственности на кого-то за чувства, которые ты сам испытываешь к нему. Он любил ее, но она ушла, и он пытается ее понять, почему она так сделала. Но он не пытается ее вернуть и заставить ее быть с ним только потому, что он ее любит и он этого хочет. Нет. Он пытается понять, почему она так поступила. Эта книга показалась мне особенно теплой, потому что в ней рассказывается не только о человеческих чувствах. Она мне была близка по географическим признакам, потому что Паула Коэльо приезжала в Казахстан, когда писала эту книгу, и там есть информация об Аральском море. Я родилась в Аральском море, на берегу